Здравствуйте, уважаемые зрители. После продолжительной паузы Афснахабар возвращается. И сегодня я рад приветствовать участников нашей беседы. Ахрабжания, Беслан Богателя, главный архитектор города Сухум, Михаил Кирия, эколог, Ливан Мика. Мы сегодня будем говорить о Сухуме, его облике, его внешнем виде, о том, как он должен развиваться, как он может развиваться. И с разных сторон мы сегодня сможем этот вопрос обсудить, потому что гости тоже с разного ракурса готовы сегодня выступить. Ливан историк, историческая часть, Михаил Кирия уже сказал, экологическая часть, Беслан Богателя в новой, скажем так, роли главного архитектора, хотя мы помним и очень частые такие публикации в СМИ, общественную активность Беслана в прежние годы. Ахрабжане, я думаю, что... От старых сухумчан. Не только от старых сухумчан, но еще, мне кажется, важно это законодательный опыт, который у тебя был. И в целом, мне кажется, в таком взаимодействии мы могли бы обсудить сегодня о том, каким должен быть Сухум. Я со своей стороны тоже как частично сухумчанин могу сказать, потому что сейчас я уже временно проживаю в Ачадаре, но с Сухумом взаимодействую каждый день. Для меня, как для жителя и для гражданина, важный вопрос, насколько Сухум является удобным местом для жизни. Потому что Сухум это и политический центр, и экономический центр, и культурный центр. Но зачастую мы забываем и о том, что здесь есть жители, и не только гости, но и гости тоже, чтобы им было комфортно здесь находиться, жить, развиваться и так далее. И, наверное, Сухум, историю Сухума вы лучше меня будете знать. Разные этапы были у нашего города, и я так думаю, что вот сегодня очередной новый этап, когда вводятся некие изменения, когда происходят некие перемены, и чем более подготовленно, мне кажется, мы как и горожане, и власти, управляющие этим городом, совместно сможем вот эти изменения правильно произвести, тем комфортнее будет здесь житься и нам, и будущим поколениям. Я с такого хочу начать. Ахра, если позволишь, первый спикер, первое слово хочу предоставить тебе. Как ты видишь ситуацию в городе сейчас? Какие болевые точки сегодня мы можем отметить? И как ты видишь вот это взаимодействие между обществом и руководством, да, и управляющими городом, чтобы правильные шаги сделать для будущего нашего города? Да. Спасибо за приглашение. Мне кажется, действительно, Сухум удобен для жизни город. Но, во-первых, он исторически был создан как город. Ислам, наверное, потом подробнее скажет. Во-первых, он был распланирован как город. Вот эта регулярная сетка порталов, очень хорошо продуманная система коммуникации, может, там где-то немножко она устарела, но изначально она спроектирована очень правильно. Архитектура очень такая специфическая, неповторимая. Я это точно знаю, потому что когда я был молодым, я работал в экспедициях с Ливаном. Приезжали из Российской Федерации художники, архитекторы, и ребята, которые работали вместе с экспедицией, они были в восторге от архитектуры Сухума. И говорили, что вот такого модерна, как они так выражались, очень трудно найти даже в Москве. Вот этот неповторимый сухумский стиль. Конечно, все это вместе создает вот это вот пространство для жизни, очень комфортное, приятное для глаза. Ну и, конечно, наш вот этот город-парк, зеленый покров, который естественную среду для человека создает. Так кажется, что Сухум удобный город для жизни, он такой привлекательный. Я думаю, если объявить конкурс, где вы хотели бы жить, там,
из ближайших регионов наших соседей. Многие сказали, мы хотим жить в Сухуми, тут хотим купить жилье и там на всю жизнь здесь поселиться. Но что касается вот нашей проблематики, взаимоотношений общества и тех, кто принимает решения, власти, избранные власти, мне кажется, что вообще нашему обществу, в том числе и абхазским властям, очень повезло с самими гражданами, потому что они такие неравнодушные, то, что они активные, и то, что они не стесняются выражать свое мнение, отстаивают это мнение. То, что называется гражданским обществом, у нас очень хорошо развито. Если вот этот диалог власть, общество, он поддерживается на каком-то цивилизованном уровне, я думаю, что результаты будут благоприятны для всех. Ну и в первую очередь, конечно, для жителей этого города. У нас немножко есть вот эта вот болезнь реального социализма, когда вот руководство в лице там партноменклатуры жило вообще свою жизнь. Они что-то решали, принимали решения, все остальные это дело принимали. И чем это кончилось, вы знаете, но у нас другое общество. Общество ответственное, открытое, свободное. И мне кажется, вот это взаимодействие очень важно. Чего бы это ни касалось, там, законопроектов или вот сегодняшней экологической проблемы, важно, что общество так реагирует. Вот что касается сегодняшней проблемы. Но в очередной раз общество отреагировало на какие-то процессы, которые происходят с экологией нашего города. Было написано письмо, я тоже его подписал. И мне кажется, там есть достаточно хорошо аргументированные моменты, к которым надо прислушиваться. Я сейчас их все не буду излагать, потому что и вы, наверное, об этом будете упоминать. Я хочу только два момента вот на них остановиться. Первое, что подходя к решению вообще любой проблемы, не только этой, надо думать о том, чтобы не создать другие проблемы. И второе, подходя к решению любой проблемы, нельзя упрощать решение этой проблемы. В сегодняшнем мире не осталось простых решений. Надо подходить ко всему комплексу, все взвесив со всех сторон. Вот, конечно, это некомфортно ходить по улицам, спотыкаясь о корни деревьев. Но если мы сопоставим этот дискомфорт с теми там долгосрочными и системными проблемами для нашего здоровья, которые могут возникнуть в результате тотальной вырубки, или, скажем, необдуманной, неконтролируемой вырубки, то, я думаю, мы сможем найти какие-то альтернативные и более современные методы решения этой проблемы. Вот от чего нас защищают наши деревья, зеленые насаждения? Это шум, это пыль, это элементы тяжелых металлов, это экстремальная температура. Вот от чего нас защищают. Потом все-таки мы должны помнить, что мы биологические существа. От того, что мы сегодня живем в городе, это не значит, что мы биологически слишком сильно оторвались от той природы, из которой мы вышли. Вот это биоразнообразие, оно очень важно для нас. Конечно, можно выливать тонны химикатов, чтобы бороться там, с насекомыми, с вредителями, но, по-моему, гораздо легче оставить деревья и позволить птицам жить в этих деревьях и выполнять вот эту вот защитную функцию. Это что касается того, вот мы что-то одно решаем, как нам кажется, но параллельно, одновременно создаем другие проблемы. Это неправильный подход. Надо сперва взвесить, распланировать, а потом уже приступать к решению проблемы. Или вот другой вам пример приведу. Упрощение проблемы. Бытует такое мнение, что вот мы Левелка с вами говорили сегодня в Сухумске, что вот листья падают, они забивают эти ливневки, и потом это плохо работает. Надо сделать так, чтобы листья не падали, там деревьев было меньше, и ливневка не забивалась. Но на самом деле тут очень такой недальновидный подход, по крайней мере, не всесторонний. Вот смотрите,
все мы когда-то с вами стояли под деревьями в дождь, и под соснами, и, там, и под кипарисами, и под любыми деревьями. Почему под ними сухо? Даже в самый сильный дождь. Потому что деревья на разных уровнях останавливают влагу, потом из-за температуры они ее опять назад испаряют, а до земли практически ничего не доходит. И то же самое работает и на нижних этих эшелонах тоже. И корни и так далее, они все способствуют тому, что вот и водные потоки не имели такого давления, препятствовали там оползням, наводнениям и так далее, и так далее. Но, естественно, защищают нас от вот этих паводков и меньшую нагрузку на ливневую сеть. И то, и другое надо учитывать, когда мы что-то планируем. Невозможно что-то одно решить, а другое ставить. Или невозможно упрощенно подходить к решению задачи. Общество, которое подходит просто к решению проблем, у них потом такие проблемы возникают, что они их никогда решить не могут. Вот возьмите вот мою улицу, на которой я вырос, улица Бородова. Взяли, я не знаю, по какой причине, срезали все платаны. Это было давно, это было в каком-то 98-м или каком-то году, я не помню. Я не знаю, для чего это сделали. Скорее всего, потому что какие-то люди жаловались на то, что деревья там падают на их машины или в их окна залезают. Они взяли, порезали. И мотивируют тем, что потом они все равно будут, значит, расти. Да, они стали расти, но вот эти вот отростки, которые из них выросли, они настолько нестабильные были, что они, вот они действительно стали падать и на машины, и куда хотите. И их опять пришлось резать, потому что они создали реальную угрозу. Вот упрощенный подход к решению задачи привел к тому, что мы столкнулись с проблемой. Для всего нужен план, план действия. Мы не можем сказать просто, давайте мы вырубим там 100 деревьев и посадим 500 деревьев. Каких деревьев? Где? Какую функцию они будут выполнять? Насколько это совместимо с эстетикой вот этого нашего города? Насколько это примут горожане? Насколько исторический образ нашего города изменится? Все надо учитывать. Если это учитывать, то тогда, естественно, работы и по смене деревьев, и по редактированию вот этого нашего зеленого слоя будут проходить без проблем. И, конечно, надо обращаться к специалистам. Не к экспертам общего профиля, как это сейчас часто принято, экспертам. В чем вы эксперт? Проблемы деревьев должны решать не биологи широкого профиля, а там, не знаю, арбористы, там еще кто-то. Они знают, как это делать. Понимаешь, от того, что я биолог или я ботаник, это не значит, что я в арбористике разбираюсь или могу планировать зеленые насаждения в этом городе. Это заблуждение. И если мы хотим правильно планировать жизнь нашего города, мы должны обращаться к специалистам. Если это дорого их выписывать, ну чего мы на это дело скинемся. Но мы хотим, чтобы город развивался под управлением специалистов. Мне кажется, так будет вернее. Спасибо. Я слишком... Не, у нас же... От лица общественности. Да. У нас, во-первых, Переживания все свободная Ну, я атмосфера. переживаю, понимаешь? А вот сейчас как раз было бы интересно, вот ты, Ахра, задал такой тон, а какой план? Вот мы сейчас перейдем к плану. Беслан, у тебя, как я уже сказал ранее, был такой опыт общественный и заинтересованный, да, активной такой деятельности, когда ты говорил и об архитектурном облике, и в целом о том, насколько город удобен и так далее. Сейчас ты уже главный архитектор и мой экс-ведущий подкаста, поэтому рад тебя сегодня видеть вот в таком качестве. Скажи, пожалуйста, вот какой план? Вот есть ли какие-то, наверняка есть планы, мы видим определенные проекты там различные по развитию там отдельных частей города, там набережная на новом районе. Сейчас этот сквер тоже реконструируется. Поэтому вот хотелось бы вот от первого лица узнать, что сейчас происходит в вашей команде, потому что тут надо отметить, что, наверное, это я всю историю как бы города не знаю, но мне кажется, это самая молодая команда управленцев за вот, ну, по крайней мере, последние десятилетия.
И за этим довольно интересно наблюдать. И должен сказать, что вот так, если общаться в кругу там, молодежи, то есть определенный карт-бланш, определенное доверие. Я вижу, что как бы, вот, отношение к молодому управленческому руководству хорошее, и как бы, вот, как это вы можете использовать в своей работе, вот тоже хотел. Вообще это поколение можно назвать молодым, да? И прошлое поколение, этот возраст тоже считался молодым или нет? Нет. Хотел Не, ну я уточнить. думаю, что Ну, то есть, Наше если... поколение, безусловно, можем назвать молодым. назвать? Конечно, безусловно. По многим причинам, а наше поколение, к сожалению, по тем же многим причинам Нет, уже... я к тому, что в период вашей молодости, ну, примерно 35-37, вы были также молоды или вы считались уже зрелыми, более зрелыми людьми, а молодыми были 20-летние? Смотря для чего. Ну, если говорить о государственном управлении, то для государственного управления и тогда, и сейчас это молодой возраст. Вы правильно отметили то, что у нас удобный город, но он формировался как квартальный город с периметральной застройкой, да, и это самый удобный город. Структура города считается вот самой удобной. Но вы говорите про центр города. У нас есть еще микрорайонная застройка, которая тоже считается городом нашим. А тут уже не совсем удобно, когда ты проживаешь где-то в микрорайоне, скажем, в том же новом районе, самый большой микрорайон в городе, и тебе нужно передвигаться на автомобиле, чтобы добраться до центра города, то это уже не совсем правильный подход. Вообще существует такая концепция 15-минутного города. Это самый удобный город, где ты за 15 минут можешь добраться до любой точки пешком. Ну, то есть не более 15 минут, это школа, это какая-нибудь кофейня, это твоя работа, это аптека, больница и так далее. А в нашем случае, вот, по тому, как уже Советский Союз формировал города, уже с приходом индустриализации, когда у нас начали появляться вот эти микрорайонные застройки с типовыми домами, которые они также начали применять здесь, в квартальной застройке. У нас есть много вот этих типовых пятиэтажек, девятиэтажек, которые применили, где нельзя применять. Вот микрорайонного типа застройку они применили в квартальной застройке. Поэтому у нас возникли проблемы с какими-то пристройками, надстройками. То есть ошибки позднесоветского периода привели к тому, что у нас сегодня много вот таких незаконных и неправильных каких-то пристроек, каких-то киосков. Балкон и так далее. Вот это все. Да, то есть если бы мы продолжали по такому принципу развивать наш город, то есть где у тебя периметрально открытые фасады, ты никак не мог бы, у тебя то есть архитекторы не учли переход на рыночную экономику, не учли распада Советского Союза, и поэтому они думали, что чистая архитектура, большие площади, общественные пространства, которые рассчитаны на общество, а человек сам по себе должен жить скромно у себя в квартирке, а общественные пространства должны быть большими, просторными. Они не учли то, что эти общественные пространства будут заполняться какой-то коммерцией в будущем, ну, потому что не учли, опять-таки, переходы на рыночную экономику. И поэтому не совсем удобный город, и у нас идеальный город – это город для людей, для пешеходов, с хорошим общественным транспортом. К сожалению, у нас сейчас большие проблемы с общественным транспортом. И я люблю города с трамваем. У нас нет трамвая в Сухуми, тоже большой минус. И правильно расставленные приоритеты. Правильно расставленные приоритеты – это вот город для пешехода. Пешеходы – это 100% населения. Это абсолютно все. Это и взрослые люди, и дети, и родители с колясками. Это и маломобильная группа населения. Это и велосипедисты, да, это и автомобилисты. Они все в первую очередь пешеходы.
И поэтому город надо выстраивать так, чтобы было удобно пешеходу. Сегодня у нас большие проблемы с пешеходной инфраструктурой. Мы шли по пути автомобилизации, и все больше и больше у нас автомобилей. На семью у нас уже может быть и 2 автомобиля. Встречаются такие семьи, у кого и 3 автомобиля на семью. Все потому, что им удобнее передвигаться по городу на автомобиле. Если у нас условия для человека такие, что он не может передвигаться на автомобиле, и в пользу общественного транспорта или в пользу того, что он пешком передвигается, то и автомобилей у нас будет не так много по городу. Поэтому сужение проезжих частей автомобильных, расширение тротуаров и, конечно же, озеленение. Надо нам обновлять деревья. У нас многолетние деревья, есть деревья, которые уже сегодня или либо через 5-7 лет необходимо удалять. Вот ты в курсе, наверное, да? И нам надо сначала как бы постепенно обновлять деревья. И мне кажется, нужно, если высаживать новые деревья, то они уже должны быть уже взрослые, а не какие-то там саженцы. У нас просто вот эта практика, ранее я обращал внимание, что если высаживать деревья, то они какие-то вот слишком прям вот молодые. Уже взрослые деревья высаживаются, и через какое-то время, когда они укореняются, они начинают расти, и постепенно удаляются старые деревья. Через там 5-7 лет, допустим, вот так. Спасибо за... То есть мы, Беслан сейчас отметил какие-то определенные пункты, завершает озеленением, и тоже плавно переходим к Михаилу. Михаил, ты довольно, к счастью, часто замечен в СМИ, реагируешь на какие-то действия, да, вот, с нашей экологией не только по Сухуму, но и в целом. И сейчас бы мне хотелось бы тогда Михаилу, передавая слово, попросить его какой-то анализ ситуации вот с озеленением, вообще с экологическими стандартами в Сухуме, и как ты видишь дальнейшее развитие, и есть ли коммуникация вот с городом сейчас вот в этом вопросе. Вот. Спасибо большое за приглашение. Да. Достаточно такая животрепещущая тема, когда возникают какие-то случаи, да, там, вырубки, тогда наше общество достаточно бурно реагирует на это. Это такой хороший показатель. Я вот соглашусь с Ахрой, что городу действительно повезло, что здесь много неравнодушных, не безразличных к этому вопросу людей, которые вот видят свое участие, да, в решении этих проблем. Но отвечая еще на твой первый самый вопрос, удобный ли город Сухум, да, я бы сказал, что он мог бы таким бы стать, да, вот соглашусь и с Бесланом, что очень много действительно ошибок, как в архитектуре, так и в озеленении, они были допущены в свое время, и достаточно давно, и в недавнем прошлом, касательно обрезки платанов, которая когда-то произошла, и сейчас это продолжение этого порочного подхода к топингу деревьев, который считается как бы самым агрессивным и запрещенным методом арбористики, и много проблем. Но вот корень всех этих проблем, он, на мой взгляд, кроется в том, что зачастую администрации, сейчас не будем, да, говорить конкретно, в целом управленческий вот этот, объем людей, да, он путает операционную свою деятельность, текущую, да, с проектной. И многие важные вопросы касательно озеленения, они должны быть вынесены в разряд проектной работы. То есть это что-то новое, что-то большое, масштабное, которое требует решения не одного человека, а какого-то сбор каких-то конструктивных мнений, абсолютно разных. Это могут быть люди не специалисты, это могут быть граждане. У нас огромный дефицит кадров во всех направлениях, в вопросах экологии, арбористики тем более. Поэтому есть очень высокий риск того, что единоличные принятые решения, они повлекут за собой утрату какого-то опыта, который, может быть, уже есть, и в обществе в том числе. Поэтому привлечение широкого круга специалистов для подготовки проектов по масштабным работам, реконструкциям, озеленению и так далее, я считаю, что вот это очень важный подход, который нужно внедрять в практику администрации.
Нельзя просто простым решением говорить, что эту улицу мы вырубаем, эту улицу засаживаем, высаживаем там энное количество пальм или других деревьев. То есть под каждым таким решением должно быть четкое обоснование, план, где учтены все возможные риски и прогнозы развития ситуации. Потому что город сам по себе это очень такая агрессивная экосистема, но это экосистема искусственная для людей. И задача города, да, и администрации создать вот эти комфортные условия для людей. Мы живем в достаточно жарком городе, и этим летом, и прошлым летом мы могли наблюдать, как меняется температура. Старожилы говорят, что вот такого не было. Наблюдается изменение погоды, климата. Об этом говорят во всем мире, что происходят какие-то глобальные изменения, а мы привыкли, вот как мы работаем, так мы работаем без учета этих изменений. Все, что касается осадков, недавно прошедший дождь, да, вот этот огромный ливень, когда за один день выпадает месячная или двухмесячная норма осадков, затапливается и так далее. Этого не было на протяжении последних, например, 100 лет регулярно. То есть это новые изменения, с которыми мы сталкиваемся последние 15-20 лет, может быть. Это все говорит о том, что нам нужно менять и подходы к вопросам и озеленения в том числе. Выбирать нужный пород состав деревьев, которые будут устойчивы как к температурным изменениям, повышенной влажности, проникновению вредителей, болезней и так далее. Чаще всего эти вопросы не учитываются, потому что мы руководствуемся, я имею в виду, в целом, да, при принятии решений какими-то эстетическими характеристиками, экономическими, без учета научной составляющей. И это вот очень большой минус, на мой взгляд. А в части того, как сейчас у нас ситуация, да, в городе, из-за того, что очень много проблем было до, мы сейчас пожинаем, скажем так, результаты этих ошибок, в части, например, выпадения новых деревьев, да. Я вот много раз об этом говорил, когда спрашивают, к чему ведет эта обрезка неконтролируемая, которая ведется. Да? На всех этих деревьях начинает появляться новый прирост, мы видим зеленую шапочку и вроде бы успокаиваемся, что дерево выжило, оно зелененькое, красивое опять. Но внутри дерева происходят какие-то негативные изменения, которые ведут к гниению, усыханию и так далее. Эти деревья становятся ветропадными при сильных ураганах, ливнях. Они падают, повреждают машины, коммуникации и так далее. То есть то, что мы делали, чтобы предотвратить эти последствия, ускорило, скажем так, реализацию этих рисков. Вызвали их. Да, поэтому отчасти это как раз таки по причине упрощенного такого подхода, без должного обоснования, изучения этого вопроса. Это касательно и новых посадок, и это касательно и старых посадок. Вот сейчас идут вопросы по реконструкции набережной, да. Мне очень приятно, что на самом деле за долгое время, это впервые даже на моей практике, что администрация города собирает людей из разных областей, профилей на какие-то совещания, создаются рабочие группы, где пытаются собрать вот эти мнения, да, разные о том, как делать, что неправильно, что правильно. Но все равно это лишь какой-то такой точечный пример и в глобальном смысле не меняет подходов к реализации этих инициатив. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки по-настоящему велась такого рода проектная работа, где все заинтересованные стороны включаются в этот процесс, есть ответственные люди, да, есть список задач, которые делаются, сроки, когда это будет реализовываться, обсуждается. Я, насколько знаю, очень важные какие-то глобальные проекты реконструкции, стройки, вообще любые вмешательства в окружающую среду, они подлежат общественному обсуждению, общественным слушаниям. То есть, если я, как инициатор какого-то масштабного такого проекта, я должен объяснить горожанам и защитить свою идею, что вот то, что я делаю, это действительно хорошо, все риски, которые существуют, я учел и нашел пути, как их минимизировать, и это принесет в долгосрочном таком плане выгоду, да, каждому жителю этого города. Вот такого подхода, к сожалению, нет. У нас действительно немножко остатки этого советского подхода, где сверху вниз идет просто директивные какие-то такие посылы. Вот мы вам реконструируем набережную, и все. Никто не спросил, хотите ли вы реконструкцию, какая это будет реконструкция. Было какое-то голосование. Это очень, на мой взгляд, хороший пример, да, что какие выбрать лавочки, какие выбрать перила, освещение и так далее, стили какие-то. Но это вопросы дизайна, но никто например, не вынес этот вопрос на широкое обсуждение. И вот здесь я вижу какие-то возможные риски, которые при таком подходе они будут неминуемо увеличиваться и реализовываться. Спасибо большое. Я, кстати, тоже видел, что проходило голосование, но могу сказать, что для меня оно было, скажем
скажем так, не совсем понятным и доступным. Как-то непонятные были там сроки и так далее. Но в целом такая практика — это большая редкость. Я так думаю, ну ок, ну хотя бы голосуем, да. Вот. Ливан, передавая слово тебе, хочу, чтобы мы немного затронули вообще в исторической такой ретроспективе, потому что зачастую, вот, когда мы говорим об облике города, это может быть там конец 19-го, там, да, 20 век, но город с тысячелетней историей, и здесь мы совсем рядом находимся с Сухумской крепостью. Многотысячные. Многотысячелетний. Да. Так говорят, что минимум 2600, да? То есть город многоликий, он должен быть таким многоликим, с одной стороны. С другой стороны, картина должна быть цельная и непрерывная. Вот в этой части, например, отсутствие каких-то там памятников, защищенных памятников. Вот сейчас тоже, мне кажется, хорошее начинание вот с Сухумской крепостью, да. То есть и таких точек по городу наверняка потенциально должно быть больше. Вот как бы эту часть тоже хотелось бы обсудить. Да. Ну, я хотел бы продолжить все темы, которые мы сегодня обсуждали, но чуть-чуть с другого ракурса. Это с точки зрения культуры. Культура, она является обликом нации и государства. Без культуры не может быть нации и государства. И сама культура должна отражаться именно вот в столице, в городах. И вот что мне не хватило, вот я очень рад, что наконец нас, как и все здесь и сидящие, что началось возрождение нашей набережной, потому что набережная одна из основных, так сказать, артерий нашего, так скажем, культурной части нашего города. Но что мне не хватает? Мне, кроме вот именно удобства, это очень важно, технические, так сказать, оснащение очень важно, но наша набережная должна отражать нашу национальную культуру. В этом мы интересны вообще всему миру. Не надо забывать, что основной доход, экономический доход все-таки нам приносят те люди, которые посещают наш город и которые хотят видеть особенности, культурные особенности, которые они не увидят в другой части света. Кстати, вот ярким таким все-таки отражением, все-таки в советское время, хотя, как вы говорили, были какие-то замечания в плане, значит, ошибок, которые были допущены, но в плане культуры все-таки отражение национальной культуры было. Например, вот если взять площадь Конституции, да, площадь Багапща, Нарца срока на всю стену панно, это все-таки является, так скажем, стержневым для этой части, да, города. И вообще, мне кажется, что без содержания, вот этого смыслового содержания нашей культуры, нашей истории, то город становится безликим. И мне кажется, здесь вот очень важно сказать о культурном капитале, да, потому что очень много научных работ, которые вот в современном мире, которые подтверждают, что культура это и, значит, и является капиталом, сегодня очень таким важным капиталом. Ну, пример европейские столицы, пример Барселоны, которая из промышленного центра превратилась в культурный центр Европы благодаря вот этим преобразованиям, которые привели к тому, что промышленность в итоге оказалась менее капиталоемким, чем культура. Культура оказалась... Все английские города. Да, все мы... Оказалось, что
культура и становляясь культурным центром, то города становятся и капиталоемкими, то есть они становятся очень интересны. И вот здесь очень важно вот эту преемственность историческую выдержать. Да? У нас, начиная от крепости Себастополис, которая построена римлянами, да? Эпохи менялись, и каждая эпоха оставляла какие-то следы, и вот это все культурное наследие надо сохранить. Ее надо сохранить, ее надо реставрировать, ее надо, вот эту наследственность надо представлять. Эти следы исторические, так скажем, которые остались у нас, они нуждаются, безусловно, в реставрации, безусловно, в сохранении. Вот все-таки такое вот варварское отношение к некоторым зданиям города Сухум, когда их сносят, просто вот по-живому, как будто вот сердце мне режут, потому что любое здание, оно несет отпечаток времени, это здание надо сохранять, реконструировать, делать его удобным для проживания, но самое главное, облик города надо сохранить. Поэтому, мне кажется, здесь, кроме того, что вот здесь правильно было сказано, что у нас дефицит кадров и во всех областях, но, слава богу, у нас есть художники, да, которые очень интересно видят, значит, как может город развиваться. И мне кажется, что так скажем, историки и художники должны участвовать во всех проектах, которые будут реализовываться в городе. И добавив вот это вот именно наш абхазский колорит, добавив нашу культуру в эти проекты, они будут намного привлекательнее, чем если они не Просто будут, комфортная зона. да, если они не будут насыщены этой идеологической, так скажем, содержанием. Потому что на самом деле культура абхазского того же, да, культура абхазского двора, да, вот у нас ашта, у нас есть в городе, так скажем, место, которое мы можем сказать, вот это вот культура нашего двора. Вот английская лужайка, так скажем, да, она представлена и в Лондоне, она представлена во многих английских городах. То есть вот культура абхазского двора, она должна быть представлена в городе. То есть это двор, какая-то территория, так скажем, да, где трава, где можно, так сказать, даже босиком посидеть с детьми, то есть вот такие вещи, которые передают наш дух, передают нашу культуру, они просто необходимы, да. Ну, у нас, если брать древнюю историю, то у нас есть такие вещи, как наши древние храмы. Я думаю, что вот элементы этого, да, обязательно сакральные места у нас есть. Вот, например, я считаю, что вот одно из самых важных для нас сакральных мест — это, значит, парк, где похоронены наши ребята, которые сложили голову за Абхазию, да. И вот, мне кажется, вот возникновение вот этого сакрального места, оно должно определять и будущее, да, нашего города. Вот как-то вот все здания уже должны быть, вот если правительственные здания или какие-то вещи, они должны уже соотноситься с этими новыми сакральными местами, которые у нас есть. То есть вот такие вещи, они должны быть уже продумываться, потому что вот эта связь вот этих вот мест, она должна определенно быть в нашем городе. То есть они должны, вот эта гармония, так скажем, да, и деревья по посадке, и
значит, здания и все. Мы должны уже соотноситься с той реальностью, которая у нас есть. Есть сакральное место, есть люди, которые за этот город отдали жизнь, да, молодые жизни. И есть это место, которое является местом поклонения всех горожан. И вот именно вот с таким отношением надо уже относиться к нашему городу. Что наш город это не просто город для проживания, это и культурный центр, это и сакральный центр нашей страны, нашего народа. И вот все вот эти вещи, я думаю, должны быть отражены в каких-то, я не знаю, интересных памятниках, интересных парковых зонах, каких-то, да. То есть вот этого, мне кажется, не хватает. Каких-то, может быть, храмового комплекса какого-то. Это, обязательно для того, чтобы, потому что, мне кажется, сохранение культурного наследия – это и нравственность, это и воспитание. Город должен воспитывать новые поколения вот в этих традициях, в культурных, нравственных ценностях. И вот они должны быть материализованы. То есть, мне кажется, вот набережная без материализации абхазской культуры вот в каком-то облике, это может быть памятник Хилшбею, да, который был похоронен именно в Сухумской крепости на набережной. Это может быть в храме поэзии, это может быть в храме, там, так скажем, памятники Ио Когоне, да, который тоже на набережной. То есть без этих частей, вот они как-то должны сочетаться, они должны иметь общий вот такой контекст. Много идей, много мыслей у наших художников, у наших поэтов, писателей. Мне кажется, вот их участие в этом обязательно. И все это, так скажем, вот это культурный облик, исторический облик приведет к капитализации нашего города, приведет к тому, что это перейдет, так скажем, к ценностям таким и материальным тоже. То есть, с одной стороны, это культурно-нравственные вещи, но они, соответственно, например, мы же многие столицы посещаем для того, чтобы видеть музеи, культурные ценности и так далее. Так же, то есть и у нас это богатство, оно есть, его только надо развивать и представить. То есть при том, что мы должны учитывать все эти вещи, которые должны принести, так скажем, удобство нашим горожанам, но без этой части, я думаю, это было бы неполным. Еще один момент я хотел сказать. Например, Рим снабжается до сих пор акведуками, которым 2000 лет. И они, являясь и одновременно историческим памятником, выполняют функции такие прагматичные, да, то есть они снабжают чистой водой город Рим. То есть даже такие вещи, которые как бы с точки зрения, да, там, как водоснабжение города и так далее, можно сегодня таким образом устроить, чтобы они были и красивые, и функциональные, и с точки зрения, так скажем, истории тоже. Почему бы в город Сухум акведук не привести? Там сейчас я условно говорю. Почему? Потому что сверху вниз вода без насосов может снабжать город Сухум. Простое решение. Да? У нас постоянная проблема с водой, хотя у нас огромное количество горных речек и вокруг Сухума. То есть вот такие вот подходы, которые могли бы и функционально помочь городу, но и украсить тем же самым город. То есть вот такие вещи.
Спасибо. Я- У меня один вопрос, он будет общий для всех, если позволите. Хотел продолжить, но потом... Но, может быть, он перекликается с тем, что мы говорили в начале, и вот сейчас Ливан это тоже сказал, приводя, например, в пример, извините за тавтологию, другие города. Все-таки город для жизни, скажем так, местных жителей и город для туризма. Как выдержать этот баланс? Вот если смотреть вперед. Вот Ливан говорил о Барселоне. Я недавно читал, что Airbnb, это сервис по бронированию жилья, он скупил несколько там районов, чуть ли там не кварталов Барселоны, и местные жители, они, то есть, там сдали свои квартиры, там уехали, а потом та часть, которая осталась, она начала задыхаться от избыточного туризма. Вот мне кажется, что даже когда мы говорим о том, что нужно так спланировать город, чтобы он был интересен и для посещения, и для жизни, вот этот баланс, если заглядывать вперед, мне кажется, тоже очень важно, чтобы мы, как бы, желая все прекрасно сделать, в итоге создадим город не для местных жителей. Я, например, уже сейчас знаю многих жителей Сухума, которые съезжают со своих квартир там, в летнее время, уезжают там в деревни или еще куда-то, чтобы сдавать свои города, и свои дома и квартиры. Вот этот баланс, как вы видите, вот, мне кажется, тоже. Я вот как бы слышу твой вопрос, но я вот хотел бы... Хорошо, позволяем. Да, и там тоже пересекается. Вот мысль Ливана продолжить. Вот культурный облик, да. Что такое вообще культура? Культура – это искусственно созданное пространство, потому что никто, кроме людей, культуру не обладает. Только мы можем создавать искусственное пространство и жить в них. Там, это может быть техническая культура, чистая культура, там, городская культура, разная. Какая должна быть культура, чтобы она комфортная, привлекательная, вот как ты говоришь, и в экономическом плане. Она должна быть не похожая, своеобразная, очень специфическая, привлекающая. Вот, она должна цеплять глаз. Я раньше помню, вот как бы в советское время, люди, которые приезжали в Сухум первый раз, они просто вот, они задыхались от удивления, от восторга, даже в советское время, понимаете. Настолько это было необычно, непривычно, а настолько этот город отличался от того, где они привыкли жить. Вот эту вот особенность, что ли, непохожесть, мне кажется, мы и должны дальше развивать. Но, к сожалению, я вот мельком посмотрел на реконструкцию набережной. Я, конечно, никакой не специалист в этой области, не могу там быть художественным каким-то экспертом, естественно. Но у меня такое впечатление, что мы немножко повторяем, копируем то, что там есть, я не знаю, в условном Краснодаре, там, Ставрополе где-то. Мне кажется, мы больше должны в художественном плане ориентироваться вот на нашу специфику. Вот Ливан сказал о тех зеленых пространствах, да. Ну, да, это будет не похоже, это комфортно, это удобно. И в экологическом плане, кстати сказать, тоже, и в плане безопасности тоже. И это создаст вот это новое пространство, не похожее, которое будет цеплять глаз и привлекать людей. Они захотят приезжать, захотят там сфотографироваться, посидеть, выпить кофе, вернуться туда еще раз. А если мы сделаем что-то очень похожее на то, что они и так видят, где они каждый день живут, там в Сочи или Краснодаре, в других местах, ну, вряд ли это будет вот полноценным развитием нашего вот этого культурного пространства. И вот ты говорил о памятных местах. Это тоже очень важно, потому что каждый, кто приезжает в Сухум или живет в Сухуме, должен каждый день или очень часто видеть нечто, напоминающее ему о истории государства, о этом статусе, как это вообще получилось, и утверждающий наш статус. Я бы очень хотел, чтобы где-то и не в одном месте какие-то вот, есть же городская миниатюра, такие статуи. Вот наших ребят, те, кто брали город, простых сухумчан, знаешь, очень много фотографий в разные моменты их жизни. Это должно напоминать и нам, и тем, кто приезжает в Сухум, чей это город, благодаря кому это все получилось, знаешь.
вот это культурное пространство. Вот это и есть культурное пространство, по-моему. Быть собой, быть непохожими, привлекать внимание, постараться сделать так, чтобы люди увидели и захотели еще раз приехать. Ну, захотели потратить деньги, захотели вот тут остаться, что-то такое. И Беслан тоже договорил по поводу комфорта. Вот, очень важно. Вот раньше я мог, наверное, пешком от вокзала до улицы Воронова своей дойти за 15 минут, проблем нет. А сейчас я на машине могу доехать. Вот от вокзала до улицы Воронова у меня не получится, понимаете, я буду стоять там и так далее, и так далее. Ну, я прошу сейчас, если у нас вы уже давно в эфире, вот все-таки мой вопрос, коротко, как выдержать баланс между городом для жителей и городом для туризма? Короткие какие-то комментарии для тех, ну, для тех из вас, кто хочет по этому вопросу высказаться, потому что тут я вынужден отдавать предпочтение горожанам и местным жителям, потому что все-таки мы должны всецело наслаждаться этим городом. И если мы все будем подстраивать под туризм, тогда да, придется такое недолгое махаджирство уходить там, в села, да, или куда-то еще, высвобождая свои квартиры и дома для того, чтобы заработать, скажем так, каких-то денег. Вот этот вопрос баланса между туризмом и... Вообще я за смешанную застройку, где и отели, и жилье, все это сконцентрировано в городе. То есть нет такого, что где-то зонировать так, что где-то только отели, где-то только жилье, где-то только общественные пространства. Опять-таки я за смешанную застройку, и мне кажется, это более правильный подход в развитии городов, где пересекаются и туристы, и местные жители. То есть я против вот этого зонирования. То есть у нас есть такое понимание, что ближе к берегу должны быть отели, какие-то рекреация, общественные пространства, а жилье где-то уже в микрорайоне каком-то, допустим, отдельно. И вот так вот такое вот зонирование, это не подходит нашему городу, я так считаю. Спасибо. И будут ли еще? Можно добавить еще такой момент, наверное, все, что о чем говорится, у каждого есть свое мнение, да, вот я могу считать так или иначе, но все, что касается развития города, на мой взгляд, очень важно, чтобы это все имело какое-то основание под собой, то есть документацию какую-то, да, вот раньше, в советское время, да, и в других крупных городах, в других странах использовался принцип наличия там градостроительного плана, да, то есть план, который предполагает долгосрочное развитие города с учетом каких-то исходных данных, да. Сейчас, как бы, насколько я знаю и понимаю, многие отходят от этого планирования, потому что все в мире очень слишком быстро меняется, и то, что ты планируешь сегодня на 20 лет вперед, оказывается устаревшим, когда ты подходишь к этому сроку. Есть там разные подходы, там мастер-планирование, да. Вот. И это касается не только архитектуры или там застройки, это касается вопросов там экологии, озеленения и так далее. То есть быстро, динамично меняющийся план, но какой-то костяк, который показывает единое направление, куда мы движемся, да. То есть мы должны выработать, понять, в первую очередь, для самих себя, что нам важно для города. Да? Это все-таки туристический центр, либо это город для, это как административная такая единица, столица и так далее, административный центр. И вот когда мы выработаем, да, направление, будем разрабатывать эти документы, которые могут меняться по ходу меняющихся условий, тогда мы станем от пути вот этого хаоса и латания дыр, когда мы вот точечно что-то происходит, так, реконструкция, так, высадка деревьев, замена канализации, замена электросети или еще чего-то. То есть это все пока что выглядит все очень хаотично, оно не имеет под собой какого-то целостного восприятия. И вот отсюда же опять-таки много вот этих проблем, с которыми мы сталкиваемся. После вот этого мастер-планирования, да, во всех сферах, от экологии до там, архитектуры, коммуникации, культуры и так далее, уже можно будет реализовывать этот план, и тогда уже, скажем так, вот этих ошибок их будет гораздо меньше. Ну, я бы новый приоритет обозначил, назвав его
будущее, дети. Я бы сделал бы приоритет сегодня, мне кажется, вот когда идет такое вот строительство, да, под жилье, сейчас пользуется спросом жилье, все вот наши жизненные пространства как-то быстро занимают коммерческие какие-то постройки. Вот я бы защитил бы будущее наших детей. Нам не хватает детских садов, нам не хватает школ, нам не хватает спортивных объектов для детей. Вот сделал бы приоритет, вот сейчас задача государства, мне кажется, как вот правильно было сказано по поводу градостроительного вот, так сказать, плана, и где обозначили бы вот эти приоритеты. Нам надо защитить будущее вот, и создать условия для наших детей. Если у нас сегодня не хватает мест в детских садах для детей, значит, что-то у нас не то. Мы живем ради детей, да, так сказать, ради будущего, и мы не создаем им условия. Мы не создаем, у нас нехватка, так сказать, спортивных объектов, да, там, я имею в виду, где дети должны заниматься спортом. Спорт, да, у нас нету нормального бассейна, крытого бассейна, и он не должен быть где-то на задворках, он должен быть тоже как мы говорим, в пешей доступности. То есть надо вот приоритеты выбрать. Мне кажется, приоритетно должно быть это. Приоритетом должны быть наши дети. Мы должны для них создать вот эти условия, которые должны быть, да, в городе. Кстати, лучшие, так скажем, места в городе, лучшие здания всегда это были школы. Да, это вот, опять же, возвращаясь к опыту Советского Союза, советской системы, все-таки там были вот эти приоритеты. В лучших местах города наши школы, детские сады. И вот к этому приоритету не туризм, так скажем, не комфорт, а наши дети. Первым долгом, мне кажется, мы должны им обеспечить условия. Вот мне кажется, при том, что у нас при населении 120 тысяч человек было 20 школ, и мы все, кто жили в городе Сухум, ходили в первую смену, если наши дети сегодня, да, ходят во вторую и в третью смену, значит, мы что-то не так делаем, да. А вот этих пространств, которые мы могли бы, да, передать нашим детям, опять же, школы, детские сады, спортивные сооружения, и там культурные центры для детей. Вот это вот, мне кажется, вот такие должны быть приоритеты. Это еще вопрос демографии, получается. Это и вопрос демографии. Не будет проблем с детскими садами, со школами, не будет проблем с многоквартирными жилыми домами, где доступное жилье с несколькими комнатами. Не однокомнатные квартиры, а двух-трехкомнатные квартиры должны молодым семьям Больше быть пространства, доступны. конечно, да, личного. Ахра, твой комментарий, и я буду завершать. С удовольствием поддержу все, что вы говорили. Мне кажется, что вот это будущее планирование, как Михаил сказал, вот этот план должен основываться на комфорте для жителей города и привлекательности для гостей города. Если можно соблюсти вот такой баланс, найти компромисс между нашим комфортом, нашими экономическими интересами и привлекательностью города для туристов, надо это сделать. При этом, мне кажется, надо обязательно сохранить вот этот неповторимый исторический облик нашего города. Это историческая часть, это то, что мы, то есть оно не имеет цены, мы никаким образом не можем разрушить, потом это взять, опять восстановить. Это даже не дерево, которое можно срубить, потом посадить. Это то, что вообще не имеет никакой цены, и имеет колоссальную привлекательность. Вот эту часть нашего города, которую представляет вот этот естественный музей под открытым небом, конечно, надо сохранить. И, наверное, надо постараться все возможное сделать, чтобы экологически город был комфортен для жизни, для его
его граждан. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Как мы видим, очень много граней. Мы добавили, наверное, головной боли или пищи для размышления. С одной стороны, для городских служб. С другой стороны, видна